Олонхо признан памятником нематериального наследия ЮНЕСКО. В 2022 году наша страна отмечает столетие со дня образования Якутской АССР. Этот год посвящен культурному наследию народов России. Учебно-методическое пособие «Олонхо глазами детей» создано на основе Олонхо Платона Алексеевича Оюнского «Нюргун Буатур стремительный» издания 1959-1960 годов. Учебно-методическое пособие состоит из двух книг и диска CD формата. В первой книге вошли основные понятия Олонхо. Вторая состоит из 9 песен Олонхо в сокращенной форме. Духовно-нравственное воспитание учащихся – это одна из самых важных и сложных проблем, которая решается многими, кто непосредственно ведет работу с детьми. Много говорится о необходимости возрождения, развития духовности и культуры, и это тесно связывается с развитием детей. С самого малого возраста, если приобщить ребенка к общечеловеческим ценностям, то в него закладывается начало нравственности, патриотического духа, основы его индивидуального развития. Героический эпос Олонхо является достоянием якутского народа и школой жизни, поэтому изучение героического эпоса Олонхо детям с малых лет способен стать основой нравственного воспитания, примером отношения к мирозданию, к человеку. Время неумолимо требует пересмотра всего того, что сегодня уже не соответствует требованиям живительного процесса обновления. И этот процесс должен коснуться самым непосредственным образом всем, которые работают с подрастающими детьми. Учебное пособие «Олонхо глазами детей» научит детей войти в мир Олонхо, но и сделать их достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые предки, и стало быть, не разорвать тончайшие нити, связывающие нас с прошлым. Все это обязаны сделать учителя, которые должны найти свою определенную стратегию и тактику своей работы и четкую тематическую последовательность. Первые шаги в мире Олонхо. Начало еще с 90-х годов в Маинской детской школе искусств имени Марины Константиновны Поповой муниципального района Мегино-Кангаласский улус преподавателем художественного отделения Константиновой Анастасией Михайловной ведется большая исследовательская работа по изучению истории края, народного эпоса Олонхо. С 1994 года автор начала большой путь по изучению народного эпоса Олонхо с участием в республиканских конкурсах рисунков и вела тесную работу с методистами Министерства культуры и Республики, в частности Шелковниковой Галиной Александровной. Благодаря ей каждый год ежегодно проводились конкурсы детского рисунка по теме Олонхо. По итогам этих конкурсов преподаватели и учащиеся заинтересовались темой и стали участниками издания книг «Нюргун Буатур стремительный» в рисунках детей Республики Саха-Якутия под авторством Галины Шелковниковой 2005 года выпуска. Олонхо в творчестве детей. Фонд развития 1998 года. Благодаря такой деятельности в авторе проекта зародилась идея продолжить работу по изучению материалов по теме Олонхо. Нужно было искать и найти способы передачи, привлечения детей к изучению данной темы, которые не отпугнули бы ребенка от громадной по своей содержательности, объему и художественному произведению. Нужен был особый грамотный подход к созданию способов передачи опыта педагогики Олонхо детям, начиная с дошкольного возраста, который бы учел их возрастные, психологические, индивидуальные способности восприятия материала. Для этого была проведена работа по кропотливому изучению Олонхо автором проекта, чтобы найти ту ниточку, которая стала бы способом передачи всего объемного материала Олонхо, которая сложна для восприятия детям. Живая история. Искусство любить свою родину. В 1998 году Анастасией Михайловной была составлена многолетняя программа по изучению истории Мегино-Кангаласского улуса. Учащиеся начали исследовательскую работу по истории родного улуса, в том числе и историю Олонхо в улусе, и запечатлели свои видения красками в своих рисунках. Далее была проведена работа по изучению жизни легендарного героя народа Саха Василия Манчары, также в контексте темы.
По итогам деятельности был проведен конкурс детских рисунков уже республиканского масштаба на тему «Жизнь Василия Манчары глазами детей». В результате проведенных работ по изучению истории Улуса и жизни национального героя был выпуск в 2003 году книги альбома Мегина «Кангаласский улус глазами детей». В 2013 году книги альбома «Доблестная жизнь Василия Манчары глазами детей». Эти книги-альбомы получили большое признание читателей и были приобретены мгновенно учебными заведениями по республике. В годы десятилетия Олонхо преподаватели и учащиеся отделения начали тесно изучать тему, используя научно-исследовательскую работу. Постепенно, четко и убедительно было усвоена на практике методика работы. Были намечены цели и задачи работы, которая требовала от учащихся качества подготовки материала, чтобы каждый ученик в полной мере мог использовать свой потенциал, фантазию и силы. Для достижения этого в 2009 году были проведены пленэры учащихся на базе Черкесского историко-этнографического музея имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Суарун Амалона, музей-заповедника «Дружба» в Сотенце, что дало учащимся возможность соприкоснуться с историческими, культурными традициями своего народа. Новая ступень познания. Исследовательская работа по изучению истории родного Улуса является первым подготовительным этапом нового большого проекта «Олонхо глазами детей». За плечами багаж художественных представлений и знаний о жизни своих предков, что позволит успешно решать сложные задачи на новом этапе работы. Идет незримая перестройка внутреннего мира, отражающаяся буквально во всем, в мышлении, в памяти, интересах и так далее. Замечаешь, что ребята начинают глубже понимать и осмысливать материал, который предлагается на занятиях. За 28 лет накопленный богатый материал и проведен большой объем работы по теме Олонхо, и итогом данной работы должен быть выпуск учебного пособия Олонхо глазами детей. В пособии дается сокращенный текст Олонхо, при этом пошагово соблюдается последовательность хода событий, поясняется значение устаревших слов, чтобы облегчить понимание содержания. Дается справочник по 7 темам с таблицами. Особенность пособия в том, что оно составлено на основе детских рисунков. В ней включены работы юных художников в количестве 341 работа в возрасте от 9 до 17 лет, которые проходят предпрофессиональную подготовку в художественных отделениях детских школ искусств, в общеобразовательных школах. Пособие состоит из 2 книг и CD-диска. В ней 3 уровня внедрения и освоения темы Олонхо в образовательном процессе. Дошкольный возраст, учащиеся среднего звена, учащиеся старших классов. Первый уровень – дети дошкольного возраста, CD-формат. В данный формат включены рисунки юных художников для их зрительного восприятия учебной информации. Второй уровень – первая книга. Для учащихся начального и среднего звена книги глазами юных художников читатель познакомится с жизнью и бытом народов Севера, получит информацию о строе и сущности Олонхо. С помощью рисунков и текста узнает существование в мире 3 миров. О мире небожителей – Юахэй Дойду, мира Аи Аймага – Орто Дойду, Нижний мир – Абагы Дойдута. Третий уровень – вторая книга. Для учащихся старших классов. В ней отражается основное содержание Олонхо с его элементами фантастики, мифологии. С текста и рисунков читателей узнают то, что герои Олонхо далеко не свободные люди, их воля подчинена племени, их жизнь принадлежит племени. Первая книга. Дети, изучая Олонхо, изучают знание цветов. Цвет в изображении Олонхо имеет огромное значение. Язык Олонхо богат красками, он живописен. Ребенок, во-первых, приходит к пониманию, что красками можно передать текст произведения. С помощью красок дети передают душевное состояние человека при различных ситуациях. О борьбе света и тьмы, добра и зла, о великом противостоянии всего человечества. Ребенок размышляет над заданной темой методом рисунка. Свое мнение передает посредством красок. Этот метод учит ребенка умению слушать.
Он сначала удивляется, затем появляется интерес, потом уже приходит увлеченность. Наступила беда беспросветная. Началась разруха без начала и конца. В этих скупых словах Олонхо таит глубокое понятие. Здесь отражено то, что стороны не пришли к согласию. Началось противостояние светлых и темных сил, в результате чего возникает спор, столкновение, притеснение, вражда. Все приходит в движение, начинается разбирательство, борьба, проявляется жестокость и противоборство двух великих сил приводит к разрушению. Перед ребенком стоит задача все это показать в красках, живописью. Какими красками все это изобразить, чтобы люди ему поверили? Какие цвета выбрать, чтобы показать две противоположные силы? Для этого нужна предварительная работа по разборке цвета таких природных явлений, как зима, весна, лето и осень. Затем задача усложняется. Нужно научиться передавать в цветах чувства и состояние души человека, например, радость, печаль, торжество, страх. Постепенно работа еще усложняется. Как пример, дух огня и от Угутаки. Образ темной силы с огненным дыханием. Оба олицетворения огня. В этом случае дух огня – это светлая сила, а от Угутаки – темная сила. Оба образа красного огненного цвета. Но надо найти такие оттенки цвета, чтобы сразу было видно, что они две разные силы. Когда ребенок получит такое знание, то он осознательно вникнет в содержание данного эпизода Олонхо. Вот таким методом добивается максимальное внимание и заинтересованность детей. В первой книге дети приоткроют мир радости, добра и красоты, в которых поведет мир Олонхо. Огромный, бесконечный, сложный и загадочный макрокосмос с его необъятным вселенским размахом. В Олонхо свой мир добрый и злой, мир Олонхо огромный, в котором многое для ребенка пока недостигаемо в силу его возрастных особенностей. Со временем он изучит, познает, рассмотрит его как следует, примет его со всеми сложностями и противоречиями. Постепенно ребенок в первой книге войдет в удивительный мир Олонхо. Вторая книга. По итогам всей деятельности Анастасией Михайловной разработана собственная методика по работе с детьми по теме Олонхо. Суть данной методики – это, не нарушая стилистику произведения, взять самое ценное, суть произведения и путем изучения текста и изобразительного искусства, поэтапное приобщение учащихся к героическому эпосу, что вызвало интерес детей к пониманию ими идейно-художественного богатства материала. Чтобы достигнуть суть произведения, преподаватель в начале процесса изучения делает анализ текстов Олонхо, затем передает своим учащимся в более понятной, облегченной форме. Олонхо состоит из 9 песен. Каждая песня, в зависимости от содержания, состоит из определенных шагов. Приводим примеры последовательного изучения Олонхо детям. Первый шаг. Содержание первой песни разделено на 4 шага. Первый шаг у Ирюн Ар Тойона и у госпожи Аджанга Сиер родился сын весь каменный, сулящий великие беды и несчастья. Второй шаг. Родился ребенок, способный пошатнуть все небесное и земное, может разрушить срединные и нижние миры, и по велению белого великого божества небесные служители Одунбис, Чангыс-хан, Джалга-хан через 6 божественных удаганок отправили ребенка в Нижний мир, где привязали его к железной горе огненными оковами. Третий шаг. У Саха Саарна и у госпожи Сабыя Бай родилась дочь Ярыма Куо и сын Кюн Деребине, солнечная струя. Шаг 4. Богатырь Абагы дожидается благоприятного момента и крадет Туярыму Куо. Вот в таком плане пошагово разбирается каждая песнь Олонхо. Только в этом случае детьми легко запоминается содержание Олонхо. CD-формат. Воспитание и разностороннее развитие детей дошкольного возраста немыслимы без создания особой эмоциональной атмосферы увлеченности.
Она достигается с помощью живого слова воспитателя, его бесчисленных живых диалогов с детьми, зрительных образов. Чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить ребят, можно использовать художественную деятельность. Процесс восприятия искусства приобретает желанную форму, осуществляясь в единстве мысли и чувства. Через искусство можно формировать нравственность, духовность в наших детях. Необходимо об этом постоянно помнить и радоваться каждой маленькой победе. Чтобы детская душа проснулась, научим ребенка сопереживать, то его духовная жизнь станет более полнокровной. Он сможет более глубоко воспринимать и человека, и природу, и музыку, и изобразительное искусство, и многое другое. Одним словом, он поднимется еще на одну ступеньку общечеловеческой культуры. Вот почему необходимо создавать на уроке условия, благоприятные для сопереживания. Ребенок, делая первые шаги, ознакомится с рисунками детей, солонхо и с каждым новым движением обретает все большую уверенность. Предлагаемый CD-формат адресован прежде всего воспитателям детского сада, кто воспитывает в детях прекрасное, способствует духовному, нравственному воспитанию подрастающего поколения. CD-формат состоит из 341 детских рисунков. Все разделы книг войдут по отдельности с четким указанием названия. Несомненно, пособие станет методом приобщения детей к героическому эпосу Олонхо. Благодаря пособию педагоги смогут вызвать интерес детей к чтению произведений данного жанра, устно-поэтического творчества и способствовать пониманию идейно-художественного богатства.